Саламатсыздарбы, урматтуу жетекчилер, урматтуу ага эжекелер. Бүгүн сиздер менен атайын ушул Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мекемесинде биздин жаңы ачылган академияда жолугушайлы деген маселе көтөрүлдү эле, ушуну жолугушуп отурабыз. Негизги маселе өзүңүздөр жакшы билгендей 2025 жылдын мына жаңы жылыбыз башталып атат. Жыл башталаардын алдында жылга коюлган ар түрдүү талаптар бар, ар түрдүү маселелер бар. Ошо маселелердин негизги маселелердин бири урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин биздин алдыбызга койгон талаптардын негизги маселелердин бири бул коррупцияга каршы күрөш. Коррупцияга каршы күрөш бул бизде идеология болуш керек деп президентибиз алдыбызга тапшырма койду. Ушул маселени биз акыркы ушул келерки 25-26 жылдары кайсы бир деңгээлде аткарууга милдеттүү болуп атабыз. Ушунун баарын аткаруунун негизги маселесин биздин оюбузча, себеби биз ушул маселени алдыга коюп иштеп аткандан кийин бул маселе боюнча көптөгөн анализдерди өткүздүк, көптөгөн адамдар менен сүйлөштүк, көптөгөн чогулуштарды өткүздүк. Анан кийин ушул бир чечимге келип, бул негизинен бул маселени ушул жогорку окуу жайларынан, мектеп окуу жайларынан башташыбыз керек экен. Бул эми чын айтканда бир күндүк, бир айлык же болбосо кайсыл бир периоддогу жумуш эмес, бул жумуш ар дайым болуш керек. Жана ошо ар дайым боло турган жумушту баштоо бүгүн баштап атабыз. Мен ойлойм, биздин мамлекетибизде моундай жумуш, именно ушул маселедеги жумуш биринчи рет болуп атса керек. Бул жерде биздин улуу агайларыбыз отурат, ошо агайларыбыз, эжекелерибиз бул боюнча эсиңиздерде болсо керек. Ошондуктан мен бүгүн ушул сиздер чогулуп өзүбүздүн сиздерге тааныштыра турган материалдарыбыз бар, докладдарыбыз бар, алдыңыздарды окуп, максаттарыбыз бар, ошолорду коюп, анан кийин сиздердин эгерде болсо суроолоруңузга жооп берейин деген маселеде сиздер токтоп отурабыз. Себеби бул маселе өтө олуттуу маселе, мамлекеттик деңгээлдеги эң негизги маселелердин бири болуп атат. Коомубузду өзгөртөбүз десек, мамлекетибизди өзгөртөбүз десек, эртең эле ушул жыл башкасын айтпайын, залда отурган эле ага эжекелерибиздин, баардыгыбыздын бала чакаларыбыз, мамлекетибиздин келечеги ушул маселеден башталышын туюшубуз керек болуп атат. Башка бир экономикабыздагы, финансыбыздагы жана башка маселелердин баардыгы именно ушу коррупция маселесинен башталышын баарыбыз туюшубуз керек болуп атат. Эгерде биз коррупцияны ооздуктай алсак, коррупцияны азайта алсак, токтото алсак, анда ошол эле баягы айткан экономикалык маселелер, ошол эле айткан билим берүү маселеси, ошол эле айткан финансылык маселе, ошонун баардыгы өзүнөн өзү кайсы бир деңгээлде чечилүүгө шарт түзүп кала тургандыгын билишибиз керек болуп атат. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү чогулуштун катышуучулары, мен докладым орусча жазылып калыптыр, официалдуу тилде. Ошону официалдуу тилде мен силерге тааныштырып кетейин. Бул жерде кайсыл маселе болсо дагы, кайсыл тилде болсо дагы сүйлөшүп кете беребиз. Эки гана тилде, мамлекеттик жана официалдуу тилде. Рахмат баарыңыздарга. Добрый день, уважаемые участники совещания. На протяжении последних лет ГКМБ демонстрирует высокие показатели по всем направлениям деятельности, но отдельного внимания заслуживает неустанная борьба с коррупцией во всех сферах жизнедеятельности государства. Если 5 лет назад уровень коррупции соответствовал 70-80%, то на сегодняшний день нашими усилиями результаты реализуемых решительных мер снижен до 30-40%. А в ближайшие 2 года этот показатель будет снижен до 50%. Достижение всех результатов возможно для нас, и ярким примером является борьба с организованной преступностью, где со стороны ГКМБ проделана колоссальная работа по разложению организованной преступности. О достигнутых результатах в данном направлении красноречиво говорит многочисленное задержание лидеров и активных членов организованных преступных группировок. И вот как была уничтожена организованная преступность, также будет уничтожена и коррупция. Одним из объектов антикоррупционной деятельности ГКМБ является сфера образования.
так коррупция в системе образования разрушает нравственные устои общества, представляет серьезную угрозу не просто социально-экономическому положению страны, но и национальным интересам, безопасности государства в целом. Проблема коррупции в образовании активно обсуждается в обществе, и на сегодняшний день основным источником снижения качества образования является именно коррупционные проявления в учебных заведениях страны. Наиболее опасными формами проявления коррупции в образовательном процессе выступают вымогательство при поступлении в вузы, взяточество в процессе обучения в период сдачи сессии, злоупотребление властью при принятии управленческих решений, необоснованные поборы под различными предлогами, требования материально-технической, финансовой и иной помощи и многое другое. Это негативно влияет на качество образовательных услуг, снижает доверие к национальной системе образования, как внутри страны, так и со стороны международного сообщества, делает систему образования слабой, а реформы, проводимые в сфере образования, безрезультатными. Все это требует разработки действенных, работающих методов преодоления коррупции в образовательных учреждениях любого уровня системы образования. Необходимо отметить, что с начала активной фазы противодействия коррупции стратегические шаги нашего ведомства были разделены на 3 этапа. Первый. Систематизация борьбы с активным уголовным преследованием коррупционеров. Данная работа будет осуществляться на постоянной основе. Второе. Ужесточение наказания в рамках закона. Недавно по нашей инициативе приняты законодательные изменения, усиливающие меры ответственности и их последствия. В частности, предусматриваются следующие меры. Пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей для лиц, признанных виновными в коррупции. Полное исключение штрафов за коррупционные преступления. Например, за незаконное обогащение вместо штрафа 300-500 тысяч сомов будет срок заключения от 2 до 5 лет. Отказ принятия на госслужбу, если человек, его супруга или супруг, или их близкие родственники признаны виновными в совершении тяжкого либо особо тяжкого преступления. Если гражданин признал вину в коррупционном преступлении и возместил ущерб, он все равно будет наказан не менее чем половиной максимального срока лишения свободы по этой статье. То есть фактически устранены смягчающие нормы, позволяющие коррупционерам избегать реального наказания. Теперь не будет возможности отделаться штрафом, а спустя некоторое время вернуться на службу. Отныне даже полное сотрудничество не позволит уйти от тюрьмы. Следующим шагом является реализация мероприятий по максимальному исключению условий для коррупционных схем. Третьим этапом станет информационная работа, разъяснение и закрепление результатов. Данный этап нам предстоит реализовывать после исключения коррупционных факторов. Уважаемые участники, чтобы эффективно преодолевать коррупцию в образовании, нужно прежде всего знать ее причины. В данном направлении будет организована превентивная работа по сокращению коррупционных условий не только по сфере образования, но и по другим сферам жизнедеятельности государства. На текущем этапе всем присутствующим необходимо обеспечить разработку системных программных мероприятий по преодолению коррупции на уровне каждого образовательного учреждения. В группу таких мероприятий следует включить: первое – развитие студенческого самоуправления и активной гражданской позиции у студентов. Большинство студентов опасается сообщать о фактах коррупции, тем самым покрывают коррупционеров и способствуют распространению коррупции. Второе – разработка базовых принципов противодействия коррупции на уровне образовательного учреждения. Третье – развитие механизма общественного контроля за образовательной деятельностью, прежде всего со стороны родителей, общественных организаций, органов образовательного контроля. Своевременное и качественное внедрение предупредительных мер позволит значительно снизить коррупционные проявления на всех этапах образовательного
процесса. Уважаемые участники сегодняшнего совещания, сейчас мы будем показывать вам слайды. На экране вы можете ознакомиться с отдельными результатами нашей работы в части противодействия коррупции в сфере образования. Кроме того, вы после показа данного слайда можете задавать любые вопросы, интересующие вас. Мы готовы ответить открыто. Здесь нет никакой, сегодняшнее совещание должно нести как рабочий характер. Здесь не должно быть какие-то там где-то руководители, где-то начальники, где-то подчиненные. Нет. Мы должны здесь с вами вместе обсудить данный вопрос и каким-то образом, конечно, все мы не можем понять полностью. Кто-то мало, кто-то понимает или даже знает, что побольше получал информацию. Информационное, как говорится, совещание сегодня. По ходу показания слайдов я буду, если что нужно будет, где-то я комментировать. Поэтому, наверное, мне нужно будет удалиться, да, или где-то. Давайте я вас сюда сядем, чтобы удобно было. Көзіме-көз қарап тұрып сөйлескенде маслихатшыларды өзім жақтырамын да. Өзіңіздерге белгілі болғандай, өзіңіздер көргендей слайдтардан көрдіңіздер. Бүгін мемлекетіміздегі болып жатқан жұмыстар бойынша, коррупцияға қарсы күрестер бойынша жиынтықтарына біраз біз таныштырып өттік. Емін үшін біз ушул мәселені сіздердің алдыңызға қойып отырмыз. Тағы бір жыл айтып өтейін. Қайрадан мына орысша жазылып қалыпты да, мен докладтарым аралашып кете береді, орысша, қырғызша болды. Бұл жерде біздің адабиятта, қырғыз тілінде біздің аға ежелер болса мен ұрыспайсыңдар, алдын ала кешірім сұраймын. Мақұл, емін үшін қырғызша, орысшаны араласып сөйлеп отырсыңдар деп, ертеңдегі мен ұрысып жүрмеңіздер. Мұғалімдердің алдында сөйлештігі қиын. Себебі бардық біздің қаталарымызды оңдап қарап тұрасыңдар, біз аны білеміз. Урматтуу аға ежелер, насколько вам хорошо известно, вы получили полную информацию по слайдам по борьбе с коррупцией с нашей стороны, со стороны органов национальной безопасности. Была проведена колоссальная работа за эти 4 года. Вам уже показали тем, что когда в 2020 году, в октябре месяце, во главе с Адыром Нуркожоевичем новая власть пришла к власти, управления государством, по нашим данным, коррупция была охвачена вся страна, все общество. Приблизительно это было на уровне 70-80%. Это что означает? Везде, всюду была коррупция. Начиная с садиков, заканчивая до кабинета президентов, была коррупция. Что нужно было делать? Было полностью разложено, произошло разложение структуры управления государством. Я вам приведу один пример, что когда произошло столкновение с Баткенской областью, с таджикскими военнослужащими, когда у нас произошел этот конфликт, что у нас случилось? В мае, то есть это произошло в мае, 30 апреля, 1 мая 2021 года. Это было полгода, как мы пришли к власти. Мы вышли с ними, как говорится, конфликтоваться ни с чем. У нас ничего не было. Вот здесь сидят наши военные, они не даст мне соврать. У нас ни одна машина, боевая машина, не завелась. Ни одна машина не вышла на защиту Родины. Так? Наши солдаты Министерства обороны, в основном солдаты пограничной службы, выходили только с автоматами и пистолетами, произведенные 50-40 лет назад. Ничего у них не было. Даже у них бронежилетов не было, чтобы одеваться, выходить. Поэтому у нас потери были большие. Так. Наши солдаты пограничной службы выходили охранять государственную границу на тех УАЗиках старых, которые нам выдавали лет 10, 15, 20 лет назад. Или на этих портерах. Выходили и прямо на портере садились и охраняли государственную границу. У них других боевых машин не было. Не было возможности одеваться, охраняться. Зарплата была 15-17 тысяч сомов. То есть практически государство даже не смогло обеспечивать свою национальную безопасность. Уже не говоря о других отраслях нашей общества. В таких условиях нам пришлось
начинает работать. И благодаря активной позиции нашего уважаемого президента Садама Гожевича и хорошей слаженной работы команды его пришли к сегодняшнему дню. Сегодня какая ситуация? Я сразу же скажу, что какая ситуация, я уже вам рассказал, какая ситуация была в Министерстве обороны, погранслужбе. Сейчас какая ситуация? Тогда, когда у нас случился этот конфликт, у нас была только единственная одна машина, бронированная, гражданская машина, джип был, который нам когда-то, оказывается, подарил Крим-авторитет Эркин Мамлеталиев. Так? У погранслужбы единственная машина была. С этой единственной машиной мы возили боеприпасы, там, где происходили столкновения, и вывозили оттуда наших убитых или раненых солдатов. Другого выхода не было. Единственная машина была. И то эта машина была гражданская. А сейчас какая ситуация? После мы начали вести работу слаженную. В данный момент ситуация кардинально изменилась. В вооруженных силах, погранслужбах. В данный момент наши вооруженные силы являются одним из самых боеспособных в Средней Азии. Ситуация изменилась. В данный момент в погранслужбе имеются новые бронированные автомашины, изготовленные по нашему заказу в Дубае. Так, солдаты на чем ездят. Новые бронированные автомашины, заказанные нами в России, «Тигры». Всего их энное количество, несколько, уже сотен машин. А в данный момент все склады, есть новые склады, вары, полностью боеприпасы, вооружение, военная техника полностью обеспечена у нас. Поэтому спокойно живем, спокойно стало, все решается, все вопросы стали на свои места. Так? Более того, в данный момент у нас имеется уже в открытых источниках, это тоже есть, это можно объявлять, и все это вы тоже знаете, что самые современные беспилотники БПЛА находятся в Кыргызстане. Начиная Байрактаров, Аксунгуров, Акинджи, все находятся только у нас в Средней Азии, только у нас в Кыргызстане. Все виды. Так? Поэтому мы уже, как говорится, не то, что боимся, не боимся, мы уже обеспечены тем, что можем обеспечивать свою безопасность своей страны. То есть у нас уже ситуация кардинально изменилась. Я уже говорил о том, что там у нас была проведена колоссальная работа. Эта работа была проведена в условиях жесткой незаконности. Это надо признать и сказать. Так как наше законодательство не соответствовало тому, чтобы бороться с коррупцией. Законодательство подвели к тому, что невозможно бороться с коррупцией. Законодательство подвели к тому, что в стране будет расцветать коррупция, и никто ничего не может сделать. Нужно было принять экстренные меры. И нам пришлось эти меры принять, но в результате чего вы сами видели, в страну было возвращено в суммарном виде около 2,4 миллиарда долларов нанесенного ущерба. Это сотни школы, сотни садики, сотен земельных участков, образовательных учреждений и другое. Всего там около 1174 объектов. Это очень много. Просто-напросто взяли, продавали направо-налево, использовали, и все. Незаконно использовали, продавали. И никто ничего не мог сказать. Даже, наверное, извините за такое выражение, извините, я еще раз спрашиваю, может быть, даже сидят в этом зале те руководители, которые также принимали участие в этих махинациях. Так? Теперь с такими руководителями мы будем прощаться. Прощаться на то, чтобы они не будут заниматься этими делами, то есть этой должностными полномочия. Нам было проделана очень малая часть. Мы не обращали на сферу образования за эти 4 года. Мы считаем, что где-то мы
посмотрели всего около 3% охвата всего объема работы. То есть практически мы не трогали вас. Университетов, школ и всего другого. Мы не трогали вас практически. Мы занимались другими, оргпреступностью, занимались государственной коррупцией, все другое. А вас, сфера образования, не трогали. Вот только пришла к вам очередь. Имейте в виду. Я открыто говорю вам. Пришла в очередь сфера образования. Теперь мы будем досконально заниматься с каждым университетом, каждым учебным заведением. Теперь мы будем работать с каждой школой. Так как уже оргпреступности нет, сами знаете, да? Какая у нас была оргпреступность? Оргпреступность была такая, что вор в законе, положенцы, смотрящие по всей стране охватили власть. У них была система такая же, как у государства. У них был президент, вор в законе, так, и остальные. По областям, по районам, по городам, смотрящие и положенцы собирали деньги у предпринимателей, у всех других там. То есть у них своя структура такая, очень мощная была. Нам пришлось принять вынужденные меры. Я вам более того скажу, чтобы вы убедились, уважаемые работники сферы образования, вы убедились, я вам скажу правду, тем, что мне пришлось принять решение о ликвидации воров в законе. Понимаете? Ради государства. И это решение я принял, я вам сразу скажу. И мы его ликвидировали. В дальнейшем ликвидировали его сообщников, его других членов оргпреступности. И сегодня страна освободилась от этой путаницы. В стране нет оргпреступности. Это единственная страна в Центральной Азии, даже вообще не Центральной Азии, наверное, постсоветских стран, у которого не имеется оргпреступность. Сейчас предприниматели никому не платят, как ранее. Базары, рынки, торговые центры и все другое. Все платили. Сейчас никто не платит. Первое время, когда после того, как мы их ликвидировали и убрали, даже предприниматели бегали, они искали, кому платить. Понимаете? Даже они к нам приходили, кому теперь платить, кому теперь отдавать те средства, которые они десятилетиями отдавали. У оргпреступности, уважаемые участники заседания, была огромнейшая сумма. Мы у них миллиарды отняли, долларовым исчислением. Миллиарды отняли. Сейчас у них ничего не осталось. И не будет дальше. Дальше не будет никакой оргпреступности, никаких бандитов. Да, хулиганы будут. Криминогенная обстановка будет, она остается, жизнь есть, она будет продолжаться. Никаких, это когда никто не может гарантировать. Но оргпреступность не будет в нашей стране. Даже нашу страну начали прогибать под другими лидерами оргпреступности других стран. Вот Салим Байватчаев в Узбекистане. Он полностью контролирует юг нашей страны. На юге все лидеры оргпреступности, все крупные бизнесмены, даже политические какие-то деятели, депутаты парламентов, к нему шли, с ними собеседовались, и что он сказал, то они исполняли. Понимаете? Теперь этого не будет. Наша страна, сами по себе будем развиваться, никакой оргпреступности не будет. Вот также, когда мы начали бороться с оргпреступностью, нам говорили, да вы никогда не победите, никогда у вас не получится так, что вы тут же сидит Кольбаев, тут сидит тот, Досонов, Дженго, Ваше. Все везде сидят, и вы что вы будете сделать? Ничего не сделаете. Завтра же продадитесь, все, останется на свои места. Все так говорили в течение 2-3 лет. Но все так мы это победили. И коррупцию также победим. Когда я коррупции сейчас говорю везде, всюду разговариваю и встречаюсь с руководителями, все усмехаются. Многие усмехаются надо мной. Все думают, вот вышел человек, говорит нам сказку, и коррупции никогда искоренить невозможно. Искореним мы, уважаемые. Искореним вместе с вами.
Вот посмотрите, нам потребуется год-два, и мы это отрицательное явление в нашем обществе искореним. Не будет коррупции в нашей стране. Если она даже останется минимальным образом, минимальный уровень останется коррупции в нашей стране. Но как ранее было, как бы все общество занято было с коррупцией, этого теперь не будет уже. Этого теперь уже не будет. Поэтому мы стараемся и призываем вас тоже, уважаемые руководители, подключиться к этой работе. Кто не будет подключаться, кто будет отрицать или дальше будет нарушать законодательство, мы будем привлекать к строгой ответственности в соответствии с нашим законодательством. Мы вам уже говорили, еще раз я хочу вам напомнить о том, что нам пришлось принять меры по изменению нашего законодательства. По нашей инициативе в конце прошлого года было введено изменение, дополнение в Уголовный кодекс по части борьбы с коррупцией. Там, где было изменено, то есть мы убрали все штрафы. До сегодняшнего дня, уважаемые участники, ни одного коррупционера на реальные сроки не смогли мы посадить. У нас не получилось. Потому что законодательство было указано о том, что если коррупционер признает свою вину, если он соглашается со следствием, и он освобождается от уголовной, то есть от реальных сроков, заменяется на штрафами. То есть все платили штрафы, начиная от 20 тысяч сомов до 200, до миллиона сомов, и выходили. Ни один не ушел за решетку. Так? И они могли обратно возвращаться на свою работу, кстати. Мы тут боремся, они обратно возвращаются. Мы боремся, они обратно возвращаются. Они оплачивают там каких-то тысячи, может быть, 2000, 5000 долларов и обратно возвращаются на свою работу. Теперь этого не будет. Теперь эти штрафы полностью убрали. В соответствии с нашим новым законодательством, которое подписан нашим президентом 31 декабря, оказывается, я думал, этот закон будет выступать с 1 января. Нет, в силу будет выступать с 21 января, оказывается. Есть сроки, указанные в этом законодательстве, оказывается, я не посмотрел. То есть, начиная с 21 января, что у нас будет? Даже если нарушитель закона, коррупционер, попадается в наши руки, то есть я имею в виду следствие, правоохранительные органы, так? Если даже он будет признавать свою вину, заключать соглашение со следствием, ему будет грозить реальные сроки. Даже мы будем конфисковать у него все имущество, он будет восстанавливать ущерб, нанесенный государству, все равно будет ему указана дверь в тюрьму. Поэтому прошу вас, уважаемые руководители, вас еще раз прошу, я не хочу, чтобы вы оказались за решеткой. Я не хочу, чтобы вы завтра нанесли ущерба своей семье, в конце концов. Давайте не о государстве думать, а о своей семье думать. Кроме того, этот человек не может возвращаться обратно пожизненно на государственную или ту сферу, в которой он совершал коррупцию. Он не может уже возвращаться. То есть он не может быть преподавателем, тем более руководителем. Всю жизнь, пожизненно. Кроме того, его близкие родственники будут сняты со всех государственных органов. Если ваш сын, я имею в виду коррупционера, его сын, дети, супруги работают в государственных службах, мы сразу их будем снимать, где бы они ни работали, в каких бы должностях они ни были. Если даже о себе не думаете, думайте о своих детях. Подумайте, пожалуйста, о своих детях. Не совершайте такие преступления. Так как все преступления начинаются с системы образования. Мы все выходцы оттуда. И врачи, и милиционеры, и прокуроры. Все мы выходцы оттуда. Понимаете ли? Мы все являемся вашими детьми вас, то есть вашими учениками. Поэтому и отныне так же будет, эта история будет повторяться. Отныне система такая же. Следующее поколение
врачей, милиционеров также будет выходить из ваших рук. Поэтому вы должны воспитывать наших студентов. Вы должны оказать им содействие. Многие, у меня сейчас очень много информации по образовательной части. Мы их собирали, сейчас еще собираем. Скоро начнем принимать меры. Так? Скоро начнем принимать меры. И вам это все открыто объявляю. И в этих информациях мне поступает, вот такая интересная информация поступила, о том, что студент не учится здесь, он находится где-то там в трудовой миграции, где-то что-то, так, за него проставливает вот это зачеты, экзамены, и он становится студентом следующего курса, заканчивает, получает дипломы. По этому поводу мы строго будем прослеживать и смотреть, следить. Исключайте. Это будет надо, уходом клуб жюрвенду. Отчисление. Вот. Отчисляйте, пожалуйста, таких студентов. Отчисляйте. Не оставляйте их. Лучше 10 человек выпустить с хорошим образованием и с дипломом, чем 100 человек, которые необразованных и не, как бы, не получающих образования и просто так покупающих дипломов. Давайте выпустим 10 человек. Никто вас как бы не обязывает, что вы обязательно должны выпустить там 100 человек. Не надо 100 человек выпускать. Выпустите 10-20 человек, но зато с хорошим образованием, которых мы можем применить в нашем хозяйстве, как говорится, в общественной жизни. Ушуны қараңыздар, урматтуу ректорлар, бұл жерде негізінен жетекшілер отырасыздар, туралы, урматтуу ректорлар, ушуны қараңыздар. Дайте поручение всем своим преподавателям, деканам и другим, что если человек не учится, исключайте, отчисляйте его из группы, отчисляйте из университета. Пусть он тоже понимает, он возвращается через год, будет, если он захочет учиться, будет учиться. Если он не захочет учиться, пусть не учится. Не надо заставлять человека, чтобы он обязательно у него в кармане был диплом. Не надо заставлять. Вот систему образования мы должны менять. По этому поводу Министерство образования также должно работать активно и внести свои коррективы. Так? Внести свои коррективы. Так, будем еще проверять тех студентов и наших уважаемых преподавателей тем, что как они собирают средства, как они собирают взятки. Это оно у нас есть. Вот почему мы должны скрывать? Давайте будем говорить открыто друг другу, в лицо. Это у нас есть. Да, может быть, среди вас есть, не то, что может быть, обязательно есть среди вас очень хорошие, честные преподаватели, честные руководители. В этом я не сомневаюсь. Оно есть. Қырғыз айтып қойып, бір қарыны бір құмалақ чиритет дегендей. И среди 100 руководителей 10 человек, если будет взяточников, это считайте, что вся система уже как бы испорчена. Поэтому мы будем бороться с этой нечистью, будем вкладывать усилия, все будет соответствовать нашему законодательству. Да, многие взяточники будут теперь очень жестко будет наказаны. Кроме того, здесь студенты тоже присутствуют, да, как мне сказали. Студенты есть? Студенты, пожалуйста, встаньте, если есть. Вот студенты. Встаньте, я вам обращаюсь, и я вам говорю, тем, что перестаньте собирать деньги. Вы поняли? Перестаньте собирать деньги. Вот. Вот именно, что отличник собирает. Именно, что староста собирает. Понимаете ли? У нас есть такая информация, что староста собирает деньги и передают там последующим преподавателям. Я всю ситуацию знаю. Меня никто не может обмануть в этой сфере. Поэтому, уважаемые студенты, будущие руководители нашего государства, нашего общества, обращаюсь к вам. Пожалуйста, с вас давайте, себе начинайте. Хорошо? Не собирайте, передайте другим студентам тоже. Теперь будет отныне, будут привлечены те люди, которые собирают средства также. То есть студент-староста, если собирает средства у студентов без поводов для передачи взятельства,
Если мы это докажем быстро. Так? И этого студента тоже посадим. Имейте в виду. Передайте нашим уважаемым старостам. Я тоже был когда-то студентом. Тоже был старостой. Но я тогда не собирал, я учился в России. Так? Поэтому передайте старостам, тем лидерам групп, чтобы они не собирали. И не стали этого делать. Если до этого делали, все, давайте остановимся. Человек где-то, когда-то должен остановиться, где-то. Страна тоже остановилась на край пропасти. И мы пошли сейчас в рост. Вы тоже остановитесь. Мақұл ғой? Түсіндіңіздер мен айтқан сөзімді. Я вам жестко говорю, почему? Потому что вы являетесь моими детьми. Вы еще младше моих детей. Некоторые из вас, возможно, даже мои внуки. Поэтому я вам говорю тем, что, ребята, остановитесь, студенты уважаемые. Больше не собирайте денег. С вас и начинается. Преподаватель не может пойти у каждого студента брать. Такие преподаватели тоже есть, кстати. Но в основном собирают наши старосты, чтобы этого не допускать. Мақұл? Хорошо, пожалуйста, садитесь. Главный вопрос борьбы с коррупцией. Борьба с коррупцией должна начинаться с руководителей. Если руководитель не перестает заниматься этими преступлениями, то подчиненный никогда не будет переставать. Поэтому руководители, ректора основном, да, директора, которые здесь сидите, передайте другим тоже. Вы, пожалуйста, начинайте с себя. Начинайте с себя. Не надо собирать денег, обогащаться за счет студентов или за счет преподавателей, за счет вузов. Байлықтың түйі болмайды. Уже достаточно накопили некоторые руководители. Мы их тоже знаем. У нас есть статья «Незаконное обогащение». Будем завтра спрашивать, откуда у тебя двухэтажный дом? Как ты получаешь зарплату? Ты всю жизнь работаешь преподавателем, получаешь зарплату $1000 в месяц, и у тебя там трехэтажный дом, который стоит там $500 000. И ты ездишь на трех машинах, которые там 100 тысяч, 50 тысяч долларов. Откуда у тебя такие деньги? И этот законный спрос будет. Есть статья в законе, незаконное обогащение. И мы будем это спрашивать. Будем сейчас расспрашивать каждого ректора. Его состояние, житье, бытие, чем он занимается, что он делает. Каждого директора будем спрашивать. Поэтому, уважаемые ректора, начинайте с себя. С сегодняшнего дня начинайте переоформлять свое имущество на других. Так? Переоформить мы тоже будем знать. Кому переоформили, как переоформили. То есть все, государственная структура в наших руках, знаете, да? Я не скрываю. Вся государственная структура в наших руках. Органы национальной безопасности. Вся информация есть. Мы всех в этом обществе, в государстве курируем. Все отрасли. Не думайте, что мы просто сидим там в одной кабинете, там, в одной здании, а туда не будем выходить. Нет. И образование, и медицину, и все другое. Кстати, медицина тоже скоро подойдет. Сейчас мы образование наведем порядок, а потом медицина подойдет. Просто-напросто у нас не хватит сил, средств, чтобы распыляться. Сейчас мы занялись образованием, и это образование мы наведем порядок. В течение года, скорее всего. Я уже говорил о том, что там до сегодняшнего дня органы национальной безопасности не смогли добиться посадки в тюрьмы ни одного коррупционера. Запомните, мы не смогли это сделать. То есть, аларды қармаймыз, алып келеміз, мы их задерживаем, держим в СИЗО, а через 2-3 месяца или там через полгода отправляем в суд, а через суд они освобождаются. Потому что есть статья в законе, была статья в законе о том, что они освобождаются через штрафы. Теперь этой статьи нету. Мы их задерживаем. Теперь что будет? Мы их задерживаем, расследуем, будем держать в СИЗО 2-3 месяца, полгода, потом передаем суду. Суд будет рассматривать статьи Уголовного кодекса и будет осуждать. Никаких штрафов не будет. Естественно, будем забирать все имущество его
близких, этот человек будет угодить в тюрьму. В тюрьмах будет ходить. Понимаете? Не по аудиториям, не по кабинетам учебных заведений, а по коридорам зоны. Это очень печально. Это очень печально. Поэтому, пожалуйста, остановитесь. Мен бұл қайырлығанның себебі сіздерге түсіндіріп қояйын деп отырмын да. Профилактика это тоже есть, как говорится, излечение. Сіздерге профилактика қылып қояйын, ұғып қойыңыздар. Вы знаете серьезность наших намерений. Мы очень серьезно намерены, чтобы там добиться искоренения коррупции. Қарабайыз, кешіресіздер, ким профессор, ким академик, ким дағы қандай даражасы бар, қанша жыл іштеді, аға қарабайыз. Если попал человек в взятках, если попал человек, если человек даже не попал, но он организовал коррупционную схему, которых мы будем тоже выявлять. Коррупционную схему организовывать. То есть ректор никогда не берет себе в руки деньги. Он берет через своих доверенных лиц. 2-3 человека есть, имеется. Через него организовал коррупционную схему. Так? И эту коррупционную схему мы будем выявлять. И это мы знаем, в каких вузах оно имеется, она продолжается. Бүгін чырасыңар, барын айтқыла, болды, маға жақындауа, мен мұны жасабайын, жоқ дегенде 1 жыл жасабай тұрайыншы деп. Анан кейін 1 жылдан кейін баштайсыңар, анан қылып өтшесіңер. Понимаете ли? Этого не должно быть. Шундай болмыш керек да, ойлауға болады, бұл 1 жылдық екен, жарым жылдық екен, анан 1 жылдан кейін бұлар Минздрав өтіп кетеді екен, бізде қарабай қалады екен деп. Андай да емес. Андай да емес. Мұны да қараңыздар. Себебі біз барын орнына қойып келетамыз ғой. Аз Минобразование, то есть сфера образования орнына қойсақ, бұйырса, так, коррупционный схемаларды исключать етсек, студенттерді таза оқуын исключать етсек, ушентіп бір жоқ дегенде бір 4-5 жыл қатты қарап тұрса, потом қолым өзі көніп қалады шуачы. Қолым көніп қалғаннан потом уже не допустит. Потом уже без нас уже никто не допустит. Потом студенты тоже привыкнут. Потом и студенты будут знать, и преподаватели будут знать, и руководители будут знать. А потом никто уже больше не будет заниматься. То есть мы вечно не будем держать. Вот в этих кулаках будем держать 2, 3, может 5 лет. А потом отпустим потихоньку, будем отпускать. Уже общество само привыкнет, общество само будет управлять. Так? Государственная система будет работать. Так как во многих сферах государственная система просто-напросто не работает. Не работает. Вот система прокуратуры, орган прокуратуры. Вот здесь давно Айбек Байкев Затрат, бізде заслуженный юрист, который многие лет, годы работал, отдал прокуратуру. Органы прокуратуры. Мы ни одного человека не смогли посадить. Просто-напросто не получилось. Вследствие чего в прошлом году, да, случилось, это когда мы у них следствие убрали. Нам пришлось анализировать, убрать с них следствие. Прокуратуры. Что там было написано? Даже прокуроры, когда возбуждаешь уголовное дело, расследование будет проводить они сами. Возбуждать они будут сами на себя. И все, прокуроры уходили. И по всей стране у нас очень много стало проверок прокуроров, и проверок прокуроров сводилось к тому, чтобы получение взяток. Все. Больше ничего. Потом нам пришлось анализировать и с них снять следствие. Сейчас уже любого прокурора, любой момент мы можем возбудить уголовное дело, естественно, под надзором прокуратуры, уже будем привлекать к ответственности. Кстати, если я так буду говорить, вы не подумайте, что мы, органы национальной безопасности, очень честные, чистые, кристальные такие люди. Нет, у нас тоже есть. У нас тоже есть. У нас тоже имеется, у нас тоже есть взяточники, коррупционеры у нас тоже есть. У нас тоже есть и люди, которые нарушают законодательство, в связи с тем, что мы в прошлом году к ответственности, к уголовной ответственности привели 7 человек. 7 сотрудников органов национальной безопасности. Около 20 человек, по-моему, я уволил, да, я уже не помню статистику. Так?
А взыскание уже очень многим людям дает. То есть мы тоже вместе с вами исправляемся. Исправляемся, но тем не менее у нас более-менее структура, налаженная структура. Я сам лично контролирую, и у нас ежедневная работа идет. Так. Кроме того, мы приняли решение по поручению нашего уважаемого президента тем, что ни в коем случае, ни одного случая не должно быть преследования или привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц. Ни одного человека не должно быть. Одного человека допустили, мы, значит, сломали жизнь, судьбу человека. Понимаете? Этого мы не будем допускать. Если кто это будет допускать, какой орган или какой ответственный человек в нашей структуре, в силовых блоках, мы этого человека самого будем привлекать к ответственности. Вот такие строгие, как говорится, ответственность поставил перед нами уважаемый наш президент. И мы все задачи, поставленные перед нами нашим уважаемым президентом, мы выполняли и будем выполнять на 100%. Никаких 99, на 100%. Поэтому, Урматту, уважаемые участники сегодняшнего совещания, уважаемые руководители, уважаемые ага и джекелери, примите наше сегодняшнее совещание, как говорится, не как угрозы, а как бы информацией для себя. Я думаю, возможно, эта информация вас спасет от этих необдуманных действий. Возможно, спасет. Возможно, сегодняшнее заседание, многие после этого заседания передумают, переделают свою работу. Вот тогда мы будем достигать своей цели и задачи. А так, наша работа, скрупулезная работа, мелочная, скрупулезная, ежедневная работа будет продолжаться днем и ночью. Например, я вам сразу скажу, я всегда говорю, потому что так оно и есть, ежедневно я прихожу на работу в 5 утра. В 5 утра на работу я прихожу. До 8-9 часов ознакомлюсь со всеми вот этими бумагами, со всеми информацией. У меня много информации. Читаю, смотрю, вижу, через компьютер смотрю, все, много чего вижу. Так? А потом, начиная с 9 часов, уже занимаюсь оперативной деятельностью. Так? Поэтому ни одна информация, как бы, без моего рассмотрения не останется. Мақұл, егер де сіздердің жұмыстарыңыздар болса, бізге қайырыла тұрған, қайырлыңыздар. Біріншіден менің орынбасарларым всегда готовы вас принять. Возможно, я не смогу принять, потому что я очень мало контактирую со всеми людьми. Очень мало. Особенно руководителями. Вот даже, вот я вам сразу скажу, с начала Нового года, сегодня прошло 16 дней, ни один министр ко мне еще не попал. Ни с одним министром я не разговаривал, не встречаюсь. Потому что, возможно, так получится, что завтра я должен посадить этого министра. Понимаете? Я не хожу ни на тои, на все другие, кроме поминок. Не хожу ни на какие мероприятия, ни с кем не общаюсь, ни семейные, ни дружеские, ни другим образом. Вот даже вот здесь Нура сидит, да? Они меня приглашали, вот Нура, мы вместе учились в Томске, в России. Они меня приглашали 28 числа, правильно, перед праздником. Я туда не пошел. Семейный у нас был сбор, я туда отправил жену, я сам не пошел. Так как туда придешь, сразу начинается просьба, начинается знакомство, начинаются другие моменты. Я очень жестко к себе отношусь. Извините, очень жестко к себе отношусь, чтобы выполнить государственную задачу. Менде уже туған ұрықтар деле қачып қалышты, достар деле қачып қалышты, ешкім уже жақындабай қалды мағанчы. И это хорошо. С одной стороны, я такую обстановку создал вокруг себя, что это хорошо. Поэтому я вас тоже прошу, чтобы все время не пытайтесь ко мне попасть, мои заместители будут принимать, и мы будем принимать меры. Суаларыңыз болса жауап берейін. Барын айтып қойдым ұқсайды, бірақ. Айтыңыздар. Емне керек болса жауап берейін.
Açık aytın микрофондар бар. Саламатсызбы, Камчыбек Кудушаевич, урматтуу коллегалар. Биринчиден сизге ыраазычылык билдиребиз сиздин командаңызга кылган ишиңиздерге мамлекет үчүн. Менин атым Оронтаев Талайбек Дүйшөнбекович, 18-чи кесип директор болом. Мына 1 жылга жакын калды иштеп атканыма. Азыр сиздер берип аткан маалыматты сайттанбы же биз коллективге да жеткиришибиз керек сөзсүз түрдө. Бул биринчиси. Анан экинчиси мындай маселе болуп да мен 20 жылдай болуп калды образованияда жүргөнүмө. Анан көпчүлүк жетекчилер жакшылык кылам деп автоматически коррупционер болуп калат да. Себеби дегенде бизде МОП-топтун айлык маяналары 7000 сом, 10.000 сом, анча-мынча кадрларды кармап калайын деп айлык маянасы аз болгон үчүн спичоттон доплата кылып коюп автоматически коррупционер болуп калышат да. Азыр бизде дагы уже кадровый маселе аябай чоң көйгөйдө турат. Мисалы мен деле айлык маянам уже 20 жылдык стаж менен 20.000 сом түзөт да. 4 балам бар. Кээ бир кезде азыр деле сиз айтып атсаңыз мен ойлонуп атам да, ушул мага керек беле, балким чет жакка чыгып кетем деген сыяктуу. Бирок коррупциядан алыспын. Болгону гана ошо айлык маянасы менин оюмча көпчүлүк жетекчилерди коррупцияга түртөт болуш керек деп ойлойм да. Жаш кадр катары эгерде бир аша чабып кетсем кечирим сурайм, бирок бардык коллегалардын атынан айтып коюшум керек да, жетекчи болуш азыркы учурда жаш кадр катары айтып коюм өтө оор туруп атат да. Себеби дегенде 20.000 сом директор үчүн бул өтө эле аз деп эсептейм. Бирок бул сиздин компетенцияңызда эмес, бирок сиздин сөзүңүз любой структурага өтөт деп ишенем да. Балким чоң трибунада. Сиздин айтканыңыз туура. Биринчиден надо отличать организационные вопросы, структурные вопросы и взяточного преступления. Понимаете? Это разные вещи. Если сиз өзүңүздүн ушул коомуңузда, организацияңызда какие-то структурные вещи будете делать, какие-то там что-то делать, жанагы деп коет, чыгармачылык жарагынан бир нерселер таап, балдарыңызга ошол коллективиңизге таа берип башка кылсаңыз, то башка иш. А вот взяточество, так, коррупция это другое. Ушуну отличие кылгыла да. Анан биздин айлыгыбыз аз, туура айлыгыңар аз. Ну а что делать, ребята? Будем потихоньку подниматься. У нас, когда мы пришли к власти, имейте в виду, уважаемые, сиз атыңыз ким эле? Талай. Мындайда биз баягы бидикке келгенде биздин бюджетибиз где-то было вокруг около 200 миллиардов сомов. В данный момент бюджет 700 миллиардов. Понимаете? В первую очередь этот бюджет мы начали выкладывать на укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности. Вот как раз мы сейчас будем переходить к образовательной сфере, сфере медицины. Недавно подняли зарплату медицины, сферы медицины. Недавно подняли зарплату судей. Маған 3-4 судья ыйнап келди. Сиз дейт, бизде таза иште дейсиз дейт. Мына биз 70.000 сом айлык алабыз дейт. Эң аз алган 70.000 сом экен. Так? Анан себеби они рассматривают миллиардные дела. Вот такие дела не рассматривают, поэтому не знаю. Так? Анан бизде ротация вот баягы эмеге барып иштеп аткан судьялар экен да, жанагы түштүк жакка барып иштеп аткан судьялар. Бизде квартирага 30.000 сом берем дейт. Так? Тамак ашыма 20-30 миң кетет дейт. Бала чакама 10 миң калса калат, калбаса жок дейт. Эгер честный аракет кылсам дейт. А что тебе нужно десем, биздин зарплатабызды көтөрүп бергиле деди. Мен президентке предложение киргиздим. Президентибиз өзүнүн указы менен судьялардын зарплатасын 2 есе көтөрдү. Сейчас судьи получают минимально 140-150 тысяч сомов. Вот видите, вам тоже эта очередь подойдет. Силерге да мына 40 миң алган, то есть 20 миң алган, эртең 40 миң аласыз, 40 миң алган 80 миң алат. Ушунун үчүн аракет кылып атпайбыз. Вот все это наши вот это работа к этому. Все кетип атпайбы. Анан дагы бир маселе сиздерге жетекчилер. Сиз эң жакшы сөздү көтөрдүңүз да. Жанагы организационный жумуштар менен коррупционный жумуштарды аралаштырбагыла да. Это две разные вещи. Две разные вещи. Например, ни один человек в стране не может сказать, что у кого-то я копейку взял.
Никто не может сказать. Не от того, что там боится. Нет. На самом деле так. Через меня проходят миллионы, миллиарды долларов. Понимаете? И это все проходит на глазах наших сотрудников, и это государство ведут. Это тоже организовали. Мен деле бір жерден бір қымтып сымтып қойсам болады да. Егер мен қымтый башласам, бұл да қымтый башламақ. Бұл қымтый башласа, тегер вообще результат болмаған емес. Ошондықтан ушул нерсени умейте различать. Мақұл ба? Рахмат. Рахмат. Саламатсызбы. Сегодня удивительный день, когда нас предупреждают о том, что надо работать и бороться с коррупцией. Не угрожают. Я первый раз, сколько в образовании, благодарна вам, что вы сегодня как тепло нас встретили и предупредили, что мы должны работать. Рахмат Сергей. Я хотела бы 3 момента попросить вас. Вот этот доклад, который вы сделали, и слайды, или вы нам передаете, чтобы мы сотрудников собрали и тоже показали эти слайды. Или ваши кураторы, которые нас курируют, пусть придут к нам, мы соберем в зале всех сотрудников и вот так покажем. Это будет один из шагов борьбы с коррупцией в Грузии. Это первый момент. Потом, по вашему докладу я услышала, что много вы возвращаете государству зданий. Ну, давайте подумайте, пожалуйста, некоторые государственные здания, которые находятся при медицинской академии. Почему? Потому что нам много надо общежитий, нам нужны корпуса для занятий, ну, чтобы мы приближались тоже к европейским условиям. Если такая возможность есть, то, пожалуйста, ваши замы, которые курируют медакадемию, пусть этим занимаются и попросят, ну, по ситуации. И следующий, последний вопрос. Когда вы говорили об Аркене, вот тогда, когда вот, был этот конфликт, мы решили создать факультет, медицинский факультет военно-медицинской подготовки. Почему? Потому что это особая структура, военные должны лечиться у специалистов, которые знают военную службу. И мы создали, благодаря Министерству образования, такой факультет. Попросите министра обороны, чтобы он нам все-таки помог в этом вопросе. Вы, как сказал Талай, вы все сможете. Помогите, пожалуйста. Спасибо. Дай Бог вам здоровья, потому что вы столько моментов хотите решить. Куда я просто, пускай ваше здоровье будет хорошее, чтобы выдержать, и вместе с президентом все эти вопросы решайте. Спасибо. Мы вас поддерживаем. Спасибо. Все те вопросы, которые высказываются, записывайте, да? Это налей. Сейчас даже надо? Да, это исполнение. Махалу? Арбитный жооп бергилер. Арбитный жооп бергилер за каждое слово, за каждый запрос. Ответьте. Спасибо. Барбадарма. Саламатсыздар. Мен Жалалабад Маданият техникум директорунун милдетин аткарып. Жалалабадтарсы бар го? Сизде Жалалабад эми сизге депутаттарыңыздар колдоп жүргөн. Менин үйүмдөн мисалы апам айыбайсыз ошо кайрылып жүрчүмүн. Азыр эми бүт Кыргызстан эли сизди колдоп бата берип отурган убагы да. Анан мен Жалалабад Маданият техникумунун мурунку директору 1994-жылдан бери директорлук милдетин аткарып келген. Таштануш жөнүндө суроо берип келип атат. Жабык коллектив ушул бизге бир бүгүн эртең Камчыбек Кылышбаев менен жолугуп аткенсиз, биздин сунушубузду, биздин айткандарыбызды жеткириңиз деген үчүн азыр айтып коеюн деп атам. Агай биздин маданият министри ар дайым мыйзамдуу эле жумуштан алат. Мисалы эмгек келишими бүткөн боюнча же болбосо жумуштагы кемчиликтер боюнча. Бирок бизге 4 жолу кайрадан директор болуп келди. Анан мындай болот да, жаңы директор келет, бизде жумуш башталат, агай соттонду да, кайра келип отуруп алат. Ошентип биз 94-жылдан бери Жанагы баягы взяткаға түшкөн агай эмес. ооба, азыр деле ошол эсенбай Насибин. Записывай. Кызматын кармалган агайчы дагы деле утуп алды деп атат. Азыр коллектив эки мага дагы айтышты. Болду, мен эсиме тутуп алдым, жазып алдым. Siz ayttınız, сразу мен esime келди де, ошол взятка менен түшкөн болчу агай. Все болду. Значит, келбейт ал агай. Урматтуу Камчыбек Кылышбаев, чын эле бизге өтө керектүү маалымат болду. Мен Ишен Агабаев атынан Кыргыз мамлекеттик университетинин ректорумун Абдрайым Айгүл. Биз 80 жылдыктарыбыз бар.
тарыхыбызда миңдеген мугалимдерди мамлекетке бергенбиз. Биз негизинен педагогикалык багыттагы адистиктерди айтабыз. Учурда бизде 20 000 студент бар, бирок бизде аудиториялар жетпейт. Бирок биз өзүбүздүн корпус кырганга шартыбыз бар. А бирок биздин жерлерибиз ушул убактылуу колго берилип кеткен. Азыр ушулар четинен алганын алып атабыз, ала электерибиз дагы бар. Мен бул жөнүндө сизге көп жолу биз кайрылууларды жазганбыз, каттар жазганбыз. Анан дагы бир бизде бир маселе бар. Ысык-Көл районунун Корунду айылында биздин сол аселибиз бар болчу, спортивный оздоровительный лагерь. Азыр Семиран, ал мамлекетке. Кстати, Семиранды біз жақында забрали. Ошону бул биздики болчу да. Пожалуйста, покупайте у государства. Потому что в свое время его продали. В свое время продали, или там, не знаю, что-то было. Biz аны мыйзамдуулугун карап чыгып туруп, мыйзам бузган экен, аны Семиранды. Кстати, Семиранды біз сатылыш боюнча алган жокпуз арткачы. Его связь с ОПГ взяли. Связь с ОПГ. Сейчас Семиран государство в нашем виде находится. Хотите обратно взять? Ондай бір куруп коюптур. Ошол биздики болчу да. Сонун кылып куруп коюптур. Алыңыздар артка. Сатып алыңыздар. Я давайте дам возможность. Купите давайте в государство. Бизге чын эле мугалимдер үчүн дагы биздин жанагы институт повышения квалификации ушу тренингтерди өткөнгө бизде химия, биология факультетке тала практикалар аябай кыйналып атабыз. Бул ошол кайсы 2000 жылдардын башында ошол берилип кеткен экен да. Ушундай бизде көп маселелер бар. Анан кээде ушуларды кайра кайтарып алууда мага дагы келип ушул бир коркутуулар дагы болот да, бирок Смотрите, эгер сизди мындай кылыңыз, эжеке, мына сөзүңүз коркутуу дегенге, эгерде кимдир бирөө коркутса, вы просто дайте заявление, и все. От вас требуется всего одна бумага. Укажите, где, когда, что, к чему, бүттү, ким болсо дагы, извините за такое выражение, мы голову оторвем. За такое отношение. Хорошо? За такое отношение мы голову оторвем. Давайте, ребята, возьмите с кем? Турсунов, алтасыңарбы? Жазгыла ошолорду. Анан жанагы Семиран боюнча, Семиранды ошондой кыласыз, макулбу? Эгерде ала турган болсоңор, биз тигинен тартып алдык, алардыкы сонун ремонт кылып жасап коюптур, бандиттерчи. Мы бандитов забрали сейчас. Сейчас мы хотим вам отдать. Пожалуйста. Например, таможня мына Марал деген бир пансионат барды билесиздер, Акмарал беле? Акмарал тоже купили. Мы забрали у Кольбаева, передали таможникам. Кумтөргө Мамбеталиев деген саттык. Мамбеталиев, Эркин Мамбеталиев бандиттин эмесин алып саттык. Дагы башкаларын алып койдук. Көп, бир 10 чакты пансионатты Көлдөн алып койдук. Бир дагы бандит, ни один ОПГшник не должен быть богатым. Мы сперва у них все взяли. Все у них поддержка финансовой части убрали. Теперь они что? Они уже не бизнесмены, бандиты, они уже көчөдөгү баягы карманщиктер болуп калышат. Или будет свою жизнь, оставшуюся жизнь будет проводить в тюрьмах. Вот так вот. Они не должны мешать жить обществу. Туурабы? Тигилер мени билесиңер, Эркин Мамбеталиев үйүн билесиңер, бардыгыңар. Көпчүлүгүңөр билесиңер Көлдөгү. Баягы өрнөктө. Үйү бар эле, үйүнүн астынан баягы трасса бар го, чоң трасса. Ошонун астынан эме кылып казып өтүп. Баягы эме кылып болгон, не деп кой, туннель кылып болгон. Туннель кылып, а бул жагына болсо көлгө чейин без никаких документов полностью построил этот большой пансионат. Так? Мы это все забрали. У Кольбаева, например, забрали все, даже маленькие квартиры не оставили. Дома, бар, сарс, кафе, магазин, ресторан, все забрали. Так? Единственное, я дал поручение ребятам, чтобы их дети не оставались на улице. Двое дочери 2 квартиры отдали, обратно вернули. Так? Сыновьям одному квартиру, другому дом чопанати отдали. Дом такой маленький, кичинекей дом бар экен, ошону бердик, кайтарып бердик. Аялына дагы 1 квартира берейин десек, аял айтты, жок, мага машинаны бергиле. Ресторанды бергиле деди. Мока деген ресторан бар, билесиңерби, мына Асанбайда. Ошол Көлбаевдики экен, ошону бергиле мага, мен я должна жашайын дедиле, ошону кайтарып берип койдук, болду. Бирден имущество бердик, ушулар көчөдө калбасын деп. Калганын все забрали, все до единого забрали. Понимаете? И так будет дальше. Кстати, залда химиктер бар, кол көтөрүп койгулачы, химиктер.
Мен бир дагы демен керек қой. О, химик бар екен. Сиз мына эки адам бар екен, химиктер. Жакшы химиктер дагы бар екен, А то ойлодум эле химик мен эле окшойм депчи. Кайерге барып эле химиктер ким бар десем эле жок, эч ким жок. Химиктер чамасы көтөрүлбөйт окшойт эч жакта. Иә. Макул, рахмат анда. Камчы Кылматович. Барбы? Айтыңыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар, мактештештер. Мен Юсара Бешимали атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ректору Тумермен Кулдош. Урматтуу Камчы Кылматович, мен сизге 3 өтүнүшүм бар. Биринчиси, мен сизди университетке конокко чакырат элем. Анткени биз Кыргызстандагы маданият жана өнөр тармагындагы кадр даярдаган титулдук окуучубуз. Бир-эки жылдан кийин биздин университет 60 жылдык юбилейге даярданабыз. Biz 30 yıldan beri okul korpuska жетпей жүрөбүз. Biz ilgili poligraf kombinatının çatakhanasında yaşap жатқан окуучубуз. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевичке чейин министрлер кабинетинин төрагасына биз эми 2 министрликке баш ийебиз. Билим берүү жана илим министрлигине, маданият министрлигине. Бүгүнкү күндө азыр 25-жылга пландалып атат. Бизге жаңы корпус салабыз деген болуп атат, бирок муну сиз дагы бир жеке көзөмөлгө алып коюшуңузду өтүнөм. Анткени биз Кыргызстандагы жапалан жалгыз искусство жана маданият университети болуп жыргаткан окуу корпусубуз жок, же сахнабыз жок, же спорт залы жок, же студенттик ашкана жок. Ошон үчүн бул эми мамлекеттик маанидеги окуу жай болгондон кийин бизге мамлекеттик камкорлук да керек деп ойлойм. Анткени мамлекеттин бюджетин өскөнүн көрүп атабыз, сиздер жакшы иштеп атасыздар. Эми көптөгөн окуу корпустар, көптөгөн имараттар салынууда. Эми маданият жана искусство университетине да бир корпус салып беришиңиздерди өтүнөт элем. Так, жериңер барбы? Жерибиз бар. Так, Тыналиев, записывайте. От нас, от ГКМБ, спортзал. Салмову дайте поручение. Салмову дайте поручение, чтобы начинали. Жакынга арада силерге бир эме жакшы сонун спортзал салып берели. Макулбу? Рахмат сизге. Сиздин атыңыз, мен сизди ардайым, атыңыз ким эле? Тумунбай. Мен сизди жарты каяк деп коем да, ошон үчүн атыңызды эстей албай калдым. Өрүңүздү угуп элечи. Рахмат сизге. Рахмат. Анда токтото элеми. Мен азыр жумуштар букмуш көп да. Азыр мен футбольный союзга барышым керек, себеби дегенде биздин жаштар курамабыз, футбол боюнча жаштар курамабыз. Азыр Кытайда боло турган чемпионат Азияга даярданып атышат. Испанияда. Так. Испанияга дүйнө, то есть тарыхыбызда биринчи жолу ошол жака алып кеткенбиз. Азыр даярданып атышат. Аны ошого барып кичине бир жумуштарым бар, ошондо бүтүрүп коеюн. Мамлекетибиздин президенти. Анда баарыңыздарга рахматымды айтамын, ыраазычылыгымды билдиремин. Тинч болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Кудай буйрса жакшылыкта да учурашайлы. Рахмат баарыңыздарга.